конкурсе гармонистов имени Мерденова. Он был самый младший участник на конкурсе и получил приз, и за это тоже. Тайшин Уса. Хочу пригласить сюда Гаглоева Леонида. Гаглоев Леонид, мы хотим вас видеть, хотим с вами познакомиться и сказать вам большое спасибо за содействие пребывания деток в столице нашей Родины. Будьте добры. Ну, я хочу до вас до всех довести, что Леонид Гаглоев профинансировал поездку вот этого замечательного коллектива сюда к нам в Москву, 43 человека, и ему отдельная благодарность за это. Мы приглашаем сюда Тамару Васильевну Бедоеву. Мы вас любим, мы вас ценим. И те молодые ребята, молодое поколение, которые впервые приехали в Москву и впервые вас увидели, я надеюсь, больше чем уверена, на всю жизнь вы останетесь у них в душе. Мы вас любим. Внучка вот этого человека становится матерью Александра Сергеевича Пушкина. Вот это у нас с вами получился пролог. От 18 века мы перешли уже к разговору главному о Пушкине, правда? Это
как две капли воды на старую графиню. Это портрет Натальи Петровны Голицыной, фрейлины императорского двора. Она прожила очень долгую жизнь, умерла в 1737 году в возрасте 96 лет. Современники безошибочно угадывали в ней портрет старой графини. Второй памятник в Москве. Первый — это памятник Минину и Пожарскому, установленный в 1818 году на Красной площади. Второй московский памятник — памятник Пушкину. Второй московский памятник. И первый памятник поэту в России. Никогда прежде в честь поэтов никаких монументов не устанавливали. Этот памятник создал знаменитый Александр Михайлович Аминушин. Он до сих пор стоит на Тверской улице, правда, не на той стороне, на какой был изначально установлен. Конечно, вы мало времени побыли в Москве, но понравилось вам? Да! Не надоело? Нет! Уашта живажагут, запахи хазар машин балут, штайш тарбужник шмахан, на барагунным кайшна шухоса уитахай. Когда Тамара Васильевна про вас рассказывала, я сначала так спокойно просто воспринял эту информацию. А вот когда увидел вас в деле, то, что называется, да, и вас самих, конечно, это было очень отрадно, что такие хорошие ребята в наших районах живут. И чего они умеют делать, значит, в плане астинской музыки и танцев, это, конечно, внушает большие надежды, я думаю, сказать. Всем большое спасибо. Ребята, спасибо вам, что вы не подвели, что вы отработали, конечно, что вы понравились. За столько лет, уже через 3 года будет 20 лет, как этот конкурс идет, за 17 лет, я думаю, что вот это самое запоминающееся дело, потому что дети столько увидели, со столькими познакомились, потому что они друг друга узнали тоже лучше гораздо. Когда нам предлагают из Осетии джаз, Мюзикл. Или мюзикл какой-нибудь на современные темы, они говорят, это высокое искусство. Мы здесь в Москве можем увидеть и джаз, конечно, и мюзикл, и рок, и все что угодно. Вряд ли они нас чем-то удивят. Нас греет именно наше осетинское искусство. То, которое мы понимаем. Вот сейчас мальчика 2 поступают гармонистов в Гнесинскую академию, так что сдали уже на 100 баллов специальность и коллоквиум. Вот они должны быть здесь мы их нас направим, они у нас такие. Мы очень довольны. Мы большое спасибо всем вам говорим, что просто за приют и ласку, что называется, за душевность и тепло, и что вы так обогрели наших детишек и нас вместе. Всем вам благодарю. Нам очень хочется, чтобы вы от нас, от московских осетин, увезли, такую материализованную такую память, небольшие сувениры. Тянем, потянем, вытянуть можем. Да, тянем. Ой, ты какая-то у меня